Кино можно назвать одним из самых непредсказуемых и в каком-то смысле рискованных бизнесов. И кому как не актерам это знать, когда в один момент можешь устремиться вверх, засиять как звезда, быть на расхват студиями и обожаемым миллионами людей, которые будут сходить с ума от участия в определенном фильме и ждать его появления с нетерпением. А потом в один прекрасный момент он начинает сниматься в каком-то третьесортном шлаке и рекламирует, не знаю, водку или букмекерские конторы. И где, как не в Голливуде, случается эта сказка наяву, да, когда по-настоящему невероятные истории возрождения актерских карьер происходят практически из пепла, они восстают из скатывания, да, когда они, можно сказать, оказались в нужном месте и в нужное время, чтобы ухватиться за ту самую роль, в хорошем смысле роковую роль, которая повернула их жизнь вспять, и они засияли с новой силой. Открылось второе дыхание на актерском поприще. Я Евгений Коваленко, и вы на канале Одно кино. Мы узнаем про актеров, которые чуть было не ушли в небытие из медиапространства и кино, и их спас один невероятно удачный фильм. Хью Грант. Этот актер больше знаком и популярен у людей моего возраста и старше. С 90-х по 2000-е был самой большой кинозвездой из Великобритании. Его романтические комедии с его участием, они охватывали сердца дам по всему миру. Он заставлял их смеяться, смущаться, переживать, плакать и влюбляться. Но ничто не вечно под луной. И его типаж удачного, неотразимого любовника, который прыгает из фильма в фильм, поднадоел зрителям. И даже сам Хью Грант признался, что его уже тошнит от этих ролей. Он делал перерыв в актерской карьере, чтобы заняться музыкой и исполнением своих песен. В то время как он возвращался к кинопоприщу, его фильмы проваливались в прокате, и после провалившегося с треском в 2009 году фильма «Морганы в бегах» сам Хью Грант заявил, что, видимо, его дни минувшей славы высокооплачиваемого, востребованного актера ушли навсегда. Но в 2017 году, по словам актера, случилось чудо. Его карьера воскресла и расцвела с новой силой после кассового взрыва в прокате фильма «Приключения Паддингтона 2». В нем Хью Грант сыграл харизматичного злодея. Своей игрой он целиком и полностью перетянул все одеяло на себя, чтобы напомнить зрителям, чем он заслуживал раньше: их любовь и уважение. Это помогло ему вырваться из роли героя-любовника. Теперь он играет в серьезных драматических ролях на HBO или в фильмах Гая Ричи. Бен Аффлек. Сложно описать, как был ненавистен аудитории Бен Аффлек в середине 2000-х. Несмотря на то, что как круто и удачно началась его карьера с фильма «Умница Уилл Хантинг», за что он вместе с Мэттом Дэймоном получили Оскар, и заканчивая такими фильмами, как экранизации комиксов «Сорвиголова» и фильм «Джилли», после которых он стал объектом для шуток среди любителей кино, зрителей раздражало то, с каким усердием его толкают на главные роли, где он толком не выкладывался, и голливудская пресса окрестила его как мальчика для битья. И с тех пор можно сказать, что его актерская карьера сошла на нет до того момента, как внезапно для всех он вернулся не только в качестве главного актера в кино, но и переместился неожиданно для всех по другую сторону объектива, чтобы заняться режиссурой. И нет, это не операция Арго реабилитировала карьеру Бен Аффлека, за которую он получил второй Оскар в своей киношной карьере, а фильм, который произошел 2 годами ранее, это «Город воров». Именно коммерческий успех этого фильма и большая порция положительных отзывов от кинокритиков и помогла Аффлеку вернуться на пьедестал успеха. Наверное, многих удивит участие Марлона Брандо в этом списке, но его карьера была на дне до того, как вышел культовый, всемирно известный «Крестный отец». В 50-х Марлон Брандо был центровой звездой мирового масштаба, но 60-е не принесли ничего, кроме краха. Провальные прокаты с его участием, выражающиеся в низких сборах и, как следствие, неоправданно высокие запросы звезды, различные проблемы в личной жизни, из-за чего он выпал из съемок главных студий, которые стали бояться его как огня и считали, что своим присутствием на экране он может только испортить фильм и ничего больше. Но в какой-то момент Фрэнсис Форд Коппола решил, что в роли Дона Корлеоне должен быть именно Марлон Брандо, и других кандидатур он не рассматривает. Ну, студия Paramount решила, что тот так искрометно шутит, а на отрицательный ответ с каменным лицом, без эмоций, они очень сильно напряглись. Ставки были слишком высоки, огромные деньги стояли на кону. На Брандо возлагалась большая ответственность, и несмотря на его огромный талант, зритель не хотел нигде его видеть.
Марлону Брандо как-то удалось убедить студии все-таки взять его на роль. А дальше то, что произошло, это уже легенда, как бы, да. И его карьера, как Феникс, восстала из пепла. Мэтью МакКонахи, актер, который после участия в «Настоящем детективе» превратился в мем. Хотя и после «Интерстеллара» тоже было много мемов и шуток про него. Но что помогло ему вернуться на большой экран, сниматься в крутых дорогих фильмах, впоследствии отхватить Оскар за лучшую мужскую роль? В 2000-х он стал звездой романтических комедий. Мы все его прекрасно помним по таким фильмам, как «Призраки бывших подружек» и «Любовь и прочие неприятности». Да, он снимался и появлялся в каких-то фильмах, сборы были не ахти, но понятное дело, что даже, например, актер, о котором говорилось в начале, да, невозможно вечно сниматься в романтических комедиях и играть героя-любовника постоянно. Помимо зрителей, даже самому актеру это надоедает. И МакКонахи не мог вырваться из вот этого вот плена одной роли. И спустя 2 года после «Призраков моих бывших подружек», да, он взялся за очень серьезную драматическую роль в фильме «Киллер Джо», где МакКонахи играет персонажа, который был абсолютно кардинально противоположный всем его предыдущим ролям слащавого красавчика. Это грязный, мерзкий триллер. Он играет настоящего ублюдка, доводя свою игру до совершенства. Да, далласский клуб покупателей был сильнее, принес ему заветную награду и восторженные отзывы критиков. Но без «Киллера Джо» не было сегодняшнего МакКонахи. Джон Траволта. Когда мы слышим про актера, которого что-то спасло, его жизнь, карьеру или еще что-то, на горизонте обязательно должен замаячить Джон Траволта и «Криминальное чтиво». После фильма «Лихорадка субботним вечером» и «Бриолин» Джон Траволта стал главным по части пения и танцев в кино, а также он не боялся рисковать и брать роли, которые могли подорвать его имидж сладкого мальчика, участвуя в таких фильмах, как «Прокол» 1981 года. Но после этого на протяжении всех 80-х его карьера стремительно угасала. И семейный фильм 90-го года, уже уж кто бы говорил, четко указывает на то, что дни его славы и популярности остались далеко позади. Пока не появился Квентин Тарантино. И после успеха «Бешеных псов», который я считаю лучшим фильмом Тарантино, он решил взять Траволту на одну из главных ролей, которая в итоге и помогла ему вернуться на большой экран. Роль скользкого и грязного наемного убийцы Винсента Веги и невероятный успех культового «Криминального чтива». Джон Траволта не остался в истории, а снимается в кино до сих пор. И вишенка на торте — Райан Рейнольдс. Даже как в какой-то степени немного жаль, что его карьера не задалась изначально. Несмотря на то, что он был и смешной, и у него было достаточно харизмы. И в отличие от прочего огромного множества смазливых, безликих, пустых красавчиков, которых Голливуд всеми силами пытался протолкнуть и навязать зрителю, у Райана Рейнольдса была хоть какая-никакая индивидуальность. Но вся беда в том, что за какое бы кино или жанр он не брался, у него не получалось. Фильм либо забрасывали помидорами, либо он проваливался в прокате. Просто, друзья, Блейд Троица, Зеленый фонарь и участие в Люди Икс, начало Росомаха, вроде как-то так, или Тасманский дьявол. И Райан Рейнольдс просто спал и видел, или не мог спать и видел, что должна же быть та самая заветная роль, что в один день ему должно повезти. И он подумал и решил, что, наверное, именно Дэдпул, не то позорище, что мы видели в фильме «Люди Икс. Начало Барсук», а именно оригинальный, идеально подходит под его амплуа. Только правообладатели, студия Fox, совершенно не хотели целой экранизации комикса про Дэдпула, экранизации комикса с рейтингом 18+, про героя, о котором знают только нереальные задроты, а любители комиксов там что-то где-то слышали о таком. Это слишком большой риск. Но потом как-то сложилось, что студия все-таки решилась экранизовать Дэдпула и позвала Райана Рейнольдса. Этот фильм стал одним из самых успешных фильмов рейтинга 18+. И можно сказать, что после этого фильма его жизнь кардинально изменилась, и на утро он уже проснулся звездой, которой никогда не был. А следующие фильмы с его участием приносили только успех и восторженные отзывы. Наверное, я продал душу дьяволу. По поводу «Дьявола». Завтра я, скорее всего, выложу отзыв на фильм «Заклятие 3. По воле дьявола». Поэтому ждите отзыв вечерком. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх
Если вам понравился этот ролик, напишите в комментариях, что вы думаете про этих актеров, какой у вас любимый фильм с их участием. Спасибо за просмотр. Пока.